Мы находимся на Брестской земле. Сегодня мы были в мемориале Брестской крепости. И региональные российские телевизионщики, которых мы пригласили, были на экскурсии. И мне было особенно важно самому присутствовать на этой экскурсии, потому что для меня оборона Брестской крепости не просто свято, а для меня это еще большой исторический, ежедневный изучение того, что там было. Когда мы снимали картину, большой эпизод мы посвятили 145-му полку. Я могу ошибаться там в номере, но помню точно, что этот полк НКВД состоял из чеченцев, ингушей и дагестанцев. И именно они пошли в рукопашную, когда уже не было патронов, когда уже было деваться некуда. И немцы в своих документах написали тот ужас, который они испытали, когда увидели, как выбежали эти люди. Причем они написали уже бородатые, потому что у мужиков, кавказцев, борода очень быстро растет. И у них были еще зеленые повязки поверх пилот. И они выбежали кто с чем мог, с саперными лопатками, с ножами. Все погибли там. И все их кости там, в Брестской крепости, как кости многих людей, украинцев и белорусов, навсегда покоятся в этом месте. Я думаю, что оборона Брестской крепости тогда сплотила всех нас. Я думаю, что сейчас это крайне необходимо опять нам сплачиваться. И в фильме есть, вы помните, этот танец, я могу неправильно говорить, но зикр, да? Зикр. Да, когда перед боем, да, солдаты, мусульмане, этот воинский как бы ритуал, да. Причем у православных тоже же есть православная молитва перед боем. Каждый по-своему. Перед тем, как пойти в последний бой, молится, танцует этот вот, патриотический, скажем так, духоподъемный танец. Я думаю, что это очень важно в картине. Нам хотелось бы, конечно, шире снять про Брестскую крепость, но в картину все не вместишь. Может быть, мы документальный фильм попробуем сделать на эту тему. Может быть, документальный фильм по тем фактам, которые вы назвали. Да. Я думаю, что совместными усилиями мы снимем документальный фильм защитников Брестской крепости, многонациональной истории защиты Брестской крепости и отдельно об этом 145-м полку. Я думаю, это зрителям нашим будет очень интересно. Те моменты, если можно, коротко так, от тех песен, которые были защитников Брестской крепости, сейчас решились, то есть маленькие эпизоды, которые мы говорим. Вообще, считается, и тому есть документы, что последним защитником Брестской крепости, то есть тот солдат, который уже, как немцы писали, было непонятно, одет он или нет. Настолько он уже был в таком состоянии, что одежда прилипла к его коже. Но документы при нем были, и он вышел уже практически слепой. И поскольку он был мусульманин, он сам знал, где солнце. Да, и как мог, обернулся к солнцу в последние минуты своей жизни. И ему немцы отдали воинские почести, как последнему защитнику Брестской крепости, как воину. И это был чечен. Там есть даже фамилия. Эпизод с прорывом «Реальный факт». Я играю реального героя, легендарного комиссара Ефима Фомина. Мало кто знает, что подобный эпизод происходил у северных ворот крепости. И там фашистов встретили чеченские пулеметчики. Больше всего меня поразили не их бесстрашие, это понятно, в общем, а их очень высокие человеческое качество. Перед этим они провели несколько адских, бессонных ночей, в постоянных боях. Должны были смениться, но они отказались покинуть свои позиции, остались на местах, у своих пулеметов. Почему? Только через некоторое время я понял, почему. В гарнизоне находились очень много семейных офицеров. Это жены, дети, старики. А эти ребята были молодыми, холостыми, и вся их родня находилась очень далеко отсюда. И получается, что чеченцы пошли на смерть, чтобы спасти русские семьи. Наверняка они хотели вернуться домой, в гору, конечно, хотели.
Там, где их ждут матери, отцы, невесты. Но они остались. То есть чеченцы бились за русские семьи, как за свои собственные. И это был не чей-то приказ, а их собственный осознанный выбор. Это к вопросу о том, чужие мы или нет. И что чеченцам не интересен никто, кроме своих земляков. Что тут еще добавить? Хочется просто поклониться им.